Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы даже сказал, ритуал. Утренняя планерка бодрит лучше кофе, и пока жители Северной Осетии выбирают, с чем они выпьют свою порцию бодрящего напитка, у нас происходит мозговой штурм над тем, какую порцию свежих новостей получат наши читатели. Кто-то пьет утренний кофе с молоком, другие любят крепкий терпкий вкус без добавок. Одни кладут в кофе сахар, некоторые предпочитают с сиропом, но все, практически все люди на этой планете пьют утренний кофе со свежими новостями. Наше предприятие – завод по изготовлению новостей, фабрика инфоповодов. Мы – сервис по доставке свежих заметок и аппетитных видеороликов. Мы – 15-й регион. Чтобы читатель получил свежую подборку новостей, каждая из них проходит десятки рук, а точнее, я вам сейчас покажу. В нашем СМИ трудятся два продюсера. Они ищут интересные инфоповоды и героев, договариваются о времени и месте съемок. Они решают, в какую точку отправится съемочная группа, вооруженная камерами и микрофоном. Кто будет приглашен в нашу студию в качестве эксперта. Множество отправленных сообщений, сотни звонков. Найти интересную тему – задача не из простых. Работа продюсера, она является и ответственной, и в то же время интересной. Через продюсера проходит обилие информации. И продюсер именно тот человек, который должен в этой информации находить самое главное, самое полезное, самое актуальное на сегодняшний день. Это и новости, это и актуальные какие-то события, это и интересные люди, судьбы людей. Продюсер всегда должен быть в тесном контакте со съемочной группой. Поэтому можно сказать, что продюсер является наставником для оператора, для корреспондента, которые находятся на месте событий. Узнать достоверную информацию и написать текст – с этими задачами справляются корреспонденты. В любую погоду и время суток наши девочки спешат к месту событий. Итогом работы становятся сюжеты и программы, новостные заметки и статьи на сайте. Наш YouTube-канал достаточно молодой, ему всего 2 года, вот сейчас пошел 3-й год, но несмотря на это мы набрали достаточно большое количество подписчиков, 10 тысяч, все они живые, всех их мы набирали с нуля. И особой радостью было то, что в прошлом году один из наших материалов набрал больше 1 миллиона просмотров. Естественно, это была большая радость для всего нашего коллектива. Особенно ценно то, что многие материалы, да практически все, находят отклик у наших подписчиков, они активно комментируют, лайкают, это для нас очень важно. И на комментарии мы тоже стараемся отвечать, потому что это наши подписчики, наша аудитория. Статья Зарифы Бритаевой набрала огромное количество просмотров и получила отклик очень положительный от населения. И мы постараемся дальше рассказывать о выдающихся людях нашей республики и знакомить с интересными фактами их жизни. 24/7 команда 15-го региона работает над тем, чтобы у каждого была возможность получать актуальную информацию. Наша аудитория ценит нас, доверяет нам. Для нас очень важно, чтобы каждая новость была достоверной. А это видеостудия. Сюда приходят наши гости и рассказывают об актуальных событиях и процессах, происходящих в обществе. Ведущие обязаны не только владеть информацией, но и быть готовыми к любым внештатным ситуациям. Это святая святых. Наша студия здесь, на съемочной площадке. Мы записываем людей из разных сфер. Очень бы хотелось, чтобы наш телевизионный продукт делал этот мир лучше и добрее. А еще для нас нет ничего невозможного. Если нам нужно интервью, мы его обязательно добьемся. А это операторы. Особая каста. Будете ли вы красивы на видео, напрямую зависит от их настроения. Поэтому не советую вам его им портить. Но зато, если оператор постарается, получаются поистине волшебные кадры. Работа оператора не ограничивается определенным временем суток, и даже больше могу сказать, нет определенного графика. Почему? Потому что ради красивых кадров, ради какого-то уникального просто видео или фотографии можно выехать и в 6 утра, и в 3 часа ночи. В любое время суток, когда этого требует ситуация, мы встаем и делаем свою работу. Стараюсь делать кадр, потому что
самое ценное, что есть у творческого человека, это из нашей отрасли, это кадр. А теперь мы заходим в кабинет, где новости получают свое окончательное оформление. Над этим трудится шеф-редактор сайта Александр Кучиев. 20 лет – это очень серьезный возраст для любого средства массовой информации. Думаю, что в первую очередь нужно поблагодарить тех людей, которые создавали и развивали этот информационный портал. А сегодня наш коллектив тоже старается работать оперативно и честно по отношению к своему читателю. Кстати, Александр разбирается не только в новостной повестке, но и в психологии взаимоотношений. Руководить женским батальоном непросто, но Алик точно знает, кому поручить тот или иной материал. На 15-м регионе я работаю корреспондентом уже не первый год, на самом деле даже не скажу сколько, потому что время так быстро летит. 15-й регион дал мне много возможностей, в том числе и знакомство с серьезными людьми и посещение различных значимых мероприятий как для республики, так и для страны в целом. Что для меня 15-й регион? 15-й регион — это, наверное, не просто работа, это часть моей жизни, это то, где мне удалось реализовать себя, в том числе в каком-то творческом плане. Если говорить о 20-летнем юбилее 15-го региона, то, мне кажется, стоит отметить тот момент, что едва ли в Северной Осетии есть известный журналист, который бы в свое время не прошел регионовскую школу. И на самом деле 15-й регион подарил североосетинской журналистике немало хороших специалистов. Что касается меня, то 15-й регион стал уже неотъемлемой частью моей жизни, и помимо всех тех возможностей, знаний и умений, которые я уже успела получить здесь, сегодня я могу пробовать себя в абсолютно новых для меня форматах. Это и видеоинтервью, и авторские проекты, и многое другое. Всегда оперативно, актуально и достоверно. Много лет сайт 15-й регион удерживает лидирующие позиции по количеству посещений. Сотрудники коллектива неоднократно становились призерами региональных и федеральных конкурсов. В коллективе 15-го региона работают исключительно профессионалы своего дела. Попасть к нам очень сложно, но когда человек попадает к нам, он выкладывается на все 100%. Наша коллективная работа, командная работа, я бы так сказал, она приносит плоды. Подтверждение этому многочисленные награды, премии, не только региональные, но и в СКФО, и по всей России. Мы не ленимся, мы выезжаем в любые регионы, мы работаем там, где представлена Северная Осетия. У нас тесные контакты, связи с зарубежными нашими представителями Северной Осетии. И мы не ограничиваемся только Северной Осетией, мы стараемся охватить весь мир там, где находятся осетины, наши земляки. Вот уже 3 года 15-й регион сотрудничает с федеральными телеканалами. В подборке наших корреспондентов сюжеты и репортажи для ведущих российских средств массовой информации. Всегда оперативно и достоверно. 15-й регион знакомит российских зрителей с самыми актуальными событиями из жизни республики. Когда 3 года назад мы только выстраивали нашу работу с федеральными телеканалами на 15-м регионе, мы проделали очень большую работу. Несмотря на то, что у нас уже был опыт взаимодействия с различными телеканалами, нам пришлось вновь находить необходимых редакторов, продюсеров, изучать, какой контент публикует тот или иной канал, что им интересно, что предлагать. Мы проделали очень большую работу, и сейчас, в данный момент, в нашей подборке сюжеты на Первый канал, ОТР, Россия Культура, НТВ, Известия и многие другие телеканалы. И когда мы получаем обратную связь от редакторов телеканалов за хорошо выполненную работу, за высокое качество съемки, например, или наполненность того или иного телесюжета, репортажа, я понимаю, что в этой группе работают настоящие профессионалы. В 15-м регионе не только вместе работают, но и отдыхают тоже вместе. Впрочем, продолжая держать руку на пульсе информационной повестки даже во время отдыха. Чермен Макиев наверняка знает, чем мотивировать своих сотрудников. Накрываем его, чтобы он у нас не остыл, и ставим на стол. Приятного аппетита всем. Конечно, работа в 15-м регионе не была бы налажена без фотографов, монтажеров, администраторов, рекламных и СММ-специалистов, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. А работают они, к слову сказать, в условиях максимальной многозадачности. За время моего сотрудничества с информационным порталом, а это, к слову, 15 лет,
Было сделано около 500 000 фотографий. Они составляют уникальный архив, который доступен каждому посетителю сайта. Благодаря этому архиву мы можем в любой момент перенестись в прошлое и увидеть самые интересные и значимые для нашей республики события. 15-й регион – это возможность развиваться в моей любимой профессии, в которой я уже много лет. Ну и плюс возможность прикоснуться к истории, потому что это первый электронный портал, который начал работать в электронном поле республики. Это уникальная и потрясающая возможность. В нашей профессии очень важно быть не только классным специалистом, который умеет быстро собирать, писать, но и очень важно быть хорошим психологом, который умеет найти подход к человеку, разговорить его, помочь раскрыться, раскрыть какие-то грани личности, которые будут интересны читателю. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам показать. Ежедневно на 15-м регионе трудится более 20 специалистов, чтобы каждое утро, делая свой первый глоток кофе, читатели получали к нему свежайшую подборку новостей, приправленную острыми заголовками и начинкой из достоверных фактов.